65-70 сомов за 1 литр бензина марки АИ-92. Картина, которая ожидает страну этой осенью. По прогнозам экспертов, стоимость горючего будет только расти. Причины – повышение отпускных цен на заводах России. Пока Россия единственный поставщик, который завозит топливо в страну без уплаты таможенных пошлин. А экспорт этого товара из соседнего Казахстана прекратился еще в январе. Правда, контрабандным путем топливо все же завозится. Десятки торговцев на дорогах Чуйской области у обочины продают бензин в канистрах. В мире тоже такая же тенденция складывается, потому что основные страны, экспортеры нефти, это вот страны-участники ОПЕК, да, соглашения, у них бюджет сформирован того, что у них 1 баррель нефти марки Brent будет стоить больше $70. На начало года он был 50. Там тоже идет такое, они сокращают добычу нефти и поднимают цену. Об альтернативных путях власти пока молчат. Единственное, что предлагал парламент, так это увеличить акцизный налог на ГСМ на 2000 сомов в течение 7 лет. Но если такой закон примут, то топливо подорожает еще на 2%. И вновь это ударит по карману автолюбителей. Особенно тех, кто занимается частным извозом. Их недовольство растет, ведь заработок уменьшился в 2 раза. Ну вообще невыгодно, вообще невыгодно. Соседний Казахстан арзан болот, бензин азыр. Ой, велосипед. Бензин қымбаттаған үшін, жұмысқа бару үшін бензин алып машина қою керек. Жұмасына негізі где-то 500 сомға қоям. Азыр эми 700 сомға қоюшқа тура келет да. Накладнее стало и фермерам. Резкий рост цен на ГСМ осложнил жизнь граждан в регионах, учитывая начавшиеся весенние полевые работы. Годовая потребность на этот год 120 тысяч тонн, из них основная доля 90 тысяч тонн это дизельное топливо. Половина нужно будет сейчас, весенние полевые работы, половина будет нужна осенью, когда будет уже осенне-сборочная работа идти. Поэтому в полном объеме обеспечим. И единственное, вот наши нефтетрейдеры оказывают помощь сельхозпроизводителям в таком, как этот, по оптовой цене отпускаться будет им. И еще со скидкой 40 тиынов на 1 литр. Вот сейчас повышение, они еженедельно, вот котировки нам дают, и заводы еженедельно поднимают. Поэтому у нас и цены также растут, получается. Пора перестать зависеть от зарубежного топлива, предлагают эксперты. Нужно провести переговоры с Казахстаном о закупках сырой нефти, чтобы перерабатывать ее внутри страны. Потребность ГСМ в стране оценивается примерно в 1,1 миллион тонн в год. Нужно искать другие пути решения этой проблемы. Вот у нас есть много неработающих нефтеперерабатывающих заводов. Правительству необходимо составить соглашение и покупать сырье. У них оно в достаточном количестве. Мы не должны зависеть от зарубежных стран в плане топлива. На сегодня бензин марки АИ-92 АЗС продают по 44-45 сомов за литр. В том же Казахстане стоимость составляет 170 тенге за литр. В переводе на кыргызскую валюту это 34 сома 60 тиынов. А в Москве бензин такой же марки продается по 45 рублей за литр, что составляет примерно 51 сом 45 тиынов. По данным Натстаткома, в марте цены в среднем выросли на 11,5% по сравнению с февралем. Кроме того, за тот же период на 7,2% выросли цены на дизельное топливо. Азамат Кенжешев, Алтынбек Саакеев, Нью ТВ.